Selamaki hürmetli seyirciler, hürmetli misafirler. Biz bugün bu acayip alem restoranı salonuna politolognen, Lenora Dülber'nen laf edeceğimiz Allah kısmet etse. Pek ümit etem o görüşü pek meraklı ve ümit etem faydalı olacak. Ну, а прежде чем мы начнем эту встречу, давайте посмотрим небольшой, очень небольшой сюжетик, который, хотя вы все прекрасно знаете, Ленор Ханом, ответит на вопрос, кто такая политолог Ленора Дюльбер. Ленора Дюльберова – политолог, социолог, ведущая популярного ток-шоу «Меркес». Салям алейкум. Меня зовут Ленора Дюльбер. Мы на канале Crime Tatars Club. И это новый проект студии Харадинис Продакшн «Меркес». Ленора Дюльберова родилась в городе Черчик в Узбекистане. В 1992 году семья вернулась в Крым. У нас не было никогда обсуждений или, скажем так, дискуссий на тему, куда ехать. Мы возвращались домой, а значит, возвращались в Судак. То есть моя семья родом из Судака, и вот мы вернулись туда же. В юности Ленора Дюльберова мечтала стать юристом, но потом вдруг решила стать ландшафтным архитектором. И все же интерес к этнополитическим процессам взял вверх, и она, получив соответствующее образование, стала политологом. Одна из главных тем в сфере ее профессиональных интересов – место крымских татар в современном мире. Мне не нравится, что мы очень часто становимся поленьями в топке чужих интересов, и очень часто мы как колья забиваем свой крымско-татарский участок от остального пространства. Став ведущей ток-шоу «Меркес» в студии Карадинис Продакшн, Ленора Дюльберова пробует себя и в документалистике. В мае 2022 года вышел ее фильм «Женщины, сохранившие Крым» о роли и образе крымской татарки в сохранении и развитии народа. Мы не раз признавались друг другу, что помнить и любить Крым, быть крымскими татарами нас научили матери. Но еще ни разу мы не говорили о них, о женщинах, сохранивших Крым. Отдельная страница профессиональной деятельности Леноры Дюльберовой – социология. Вместе со своими коллегами Эльмирой Муратовой и Алиме Абселямовой она стала автором исследования и монографии «Крымские татары в условиях трансформации политического пространства». Ленор Ханом, терпеть не могу вопросы с гендерной ориентацией, и тем не менее, ну, может быть, не считается, но вот сама окружающая действительность нам показывает, что политология – это больше мужская профессия. Но редко-редко, когда на небосклоне появляется политолог-женщина. Каково быть женщиной в рамках мужской профессии? Ну вот как раз на этом вопросе заходит еще одна политологиня, женщина. Я думаю, что крымские татары всегда ломают стереотипы. И выбор, скажем так, профессии и специальности, вот как раз тот случай, когда мы вновь поломали стереотипы. Ну так получилось, что разбираться в деталях, проводить скрупулезную, достаточно нудную работу, разбираться с большой семьей, да, и теми проблемами, которые происходят, выпало на долю женщин. Почему-то мужчины у нас часто выбирают публичную политику, но реже, хотя есть, мы не будем говорить, что у нас только женщины, крымские татарки, политологи, но почему-то вот так вот глубоко выпало разбираться с проблемами крымских татар, выпало на долю женщин. Наверное, это та характеристика, та особенность крымско-татарской женщины, чтобы вот разбираться в деталях и расставлять все на свои места. Такая вот наша традиция – наводить порядок. Если говорить о политологии, как у нас занимается политикой, да? А политика, уже устойчивое выражение, грязное дело. И как вот быть даже не ассенизатором, да, а аналитиком, исследователем этой грязи? Я знала, что будет нелегко с вами, Лилия Ханом. Но что мы вот сразу так в грязь со входа.
Ну, давайте так, политология — это не только про политику, да, это про политические процессы, про социальные процессы, про становление и немножко про историю, и про философию в том числе. Преимущество любого политолога заключается в том, что в нашей подготовке, в том, чтобы мы случились, чтобы политология случилась, мы должны разбираться и в философии, и в правоведении, и в политических процессах в том числе. И поэтому, да, безусловно, предметным полем для политологов являются вот те политические процессы. Но эти политические процессы всего лишь айсберг всех тех глобальных трансформаций, всех тех глобальных социальных и исторических процессов, которые происходят с тем или иным обществом. Поэтому политология — это лишь вершки. Политика, простите, это лишь вершки. А все остальное — это вот то невидимое пространство, которое остается поза публичными, скажем так, процессами и которое влияет на то, как происходят наши публичные процессы. В этом смысле все, что тот характер, политический характер, который мы получаем, ту модель поведения, которую мы получаем, это вот есть результат того, что с нами происходило в прошлом. И политология занимается как раз-таки изучением. То есть политология — это вот такой междисциплинарный большой комплекс, который включает в себя очень-очень много. И психологию в том числе. Социальная психология. Безусловно, да. Да, кстати, я не сказала, что мы в прямом эфире, и нас можно смотреть на YouTube-канале QTV и также на социальных площадках, на страницах Crimean Tatars. Мы назвали нашу встречу, вы, наверное, видите это по баннеру на экране, «Крымские татары. Взгляд изнутри». И не зря, потому что Ленора Ханум не просто политолог, она эксперт по внутриполитическим проблемам не только крымских татар, но и всего полуострова. И все-таки крымские татары. Понятно, что это больше всего нас интересует. Мы последние годы живем уже в двух новых политических реалиях, которые кардинальным образом изменили нашу жизнь, уже как бы даже не устоявшуюся, наверное, а начавшуюся устаиваться, наверное, неправильно сказать, начавшуюся стабилизироваться. Что с нами случилось? Кто мы теперь? Куда мы идем? Как мы себя чувствуем? Как поменялись наши мировоззренческие установки за последние, будем говорить, 9 лет? У меня есть такое правило: всегда начинать с того, что стабильно. Всегда начинать с того, что у нас сохранилось. Вот эти события, начиная с 2014 года, показали, что установкой, которая переживает время, установкой, которая переживает все политические, исторические процессы, является наша установка и способность объединяться в момент рисков и угроз. То есть когда мы все с вами, когда наше крымско-татарское общество воспринимает происходящее вокруг нас, происходящие события или процессы как угрожающие нам, мы моментально включаем нашу солидарность, мы моментально включаем нашу способность объединяться, моментально у нас исчезают разного рода противоречия и какие-то внутренние дискуссии, которые раскидывали нас по нашим отдельным уголкам, по нашим отдельным участкам, домам, квартирам. Мы объединяемся, несмотря ни на что. Так ли это? Я помню результаты вашего исследования 2014-2019 годов, если я не ошибаюсь, и там как раз речь шла о том, что вы разговаривали с двумя автономными группами. То есть сама подача этого материала выглядела так, что все-таки есть две группы, одни за, другие против. Мы объединились или мы разъединились, наоборот? Ну вот следующий мой тезис как раз-таки к тому, что вот это объединение, когда оно основано, когда оно происходит в момент рисков и угроз, оно является нестабильным, непрочным таким объединением. Почему? Потому что объединяться против – это всегда временное такое объединение, это всегда это не про ценности, скажем так. Да. Дело в том, что нас разъединяют очень многие вещи, которые связаны с нашей историей. Почему я говорю с историей? Потому что
наш исторический процесс и какая-то преемственность всех тех событий, социальных, политических, исторических событий прерывалась достаточно трагическими периодами нашей жизни. И, безусловно, эти трагедии, они сказались на возможности вести адекватный и нормальный диалог внутри нашего крымско-татарского общества. Нам очень сложно доверять друг другу. Мне бы хотелось сказать, что есть несколько, скажем так, треков, которые важны в понимании того, что происходит с крымскими татарами. И вот трек про доверие, да, или разговор про доверие является центральным, как мне кажется, для понимания всех процессов, всех крымско-татарских процессов. Это не противоречит вашему утверждению, что в такие кризисные моменты мы объединяемся? Как можно объединяться, и испытывая недоверие друг к другу? Можно больше не доверять другим. Возможно, да. Когда мы объединяемся на основе того, что у нас есть общий условно враг, да, есть то, что нам угрожает, и мы все согласны, что это рисковая ситуация для нас, мы начинаем доверять друг другу. Но еще раз повторюсь, что это доверие, оно не стабильное, не прочное. Да. Это доверие, которое не позволяет нам в прочих, в нормальных условиях, в нерисковых условиях, в стабильных условиях, когда нам ничто не угрожает, не позволяет нам объединяться ради чего-то. Да. То есть мы всегда объединяемся против чего-то, но еще никогда не объединялись ради чего-то. Я подозреваю, что будет следующий вопрос от вас по поводу возвращения. Да. Являлось ли это объединением ради чего-то? Мне кажется, что нет. Мы объединились против несправедливости, которая с нами случилась в 1944 году. Мы объединились против тех институтов, которые с нами случили эту трагедию. Мы объединялись против тех, скажем так, тех процессов, которые не позволяли нам обрести нашу Родину, да, против несправедливости. То есть у нас был очень большой запрос на справедливость, и мы ее видели в том, чтобы вернуться домой. Поэтому, как мне кажется, это все-таки объединение было против, но не за. Я бы, конечно, с вами очень долго спорила. Ну, спросите любого сейчас сидящего в зале, и он скажет, почему он вернулся в Крым. И это будет одинаковый ответ, потому что это наша Родина. Почему и это было за. В Крым? Мы не против Советского Союза, выступая, возвращались в Крым, чтобы отомстить бессовестным врагам. Мы пришли назад на потерянную нашими родителями Родину. Все-таки это за. Но не буду спорить, да, это моя дурная привычка. Это взгляд политолога, взгляд, наверное, врача, который собирает анамнез для того, чтобы потом поставить диагноз. И тем не менее, я возвращаюсь к своему вопросу, произошли ли у нас какие-то мировоззренческие изменения за последние годы, вот в нашей крымско-татарской среде? Или мы вот такими же, как были в депортации, такими же, как были в момент возвращения, и такие же мы теперь? Или что-то все-таки поменялось? Знаете, отвечая на этот вопрос, я хочу обратиться к залу и спросить у сидящих здесь, либо, может быть, предложить вспомнить, да, когда наши публичные деятели, когда, там, я не знаю, наши политики обращаются к крымским татарам, какой термин используют? Как определяют вот ту общность, которой мы являемся? Ну, моя гипотеза оказалась верной, Да, хотя мы с вами обсуждали, что, возможно, мы говорили, другие. что будет 3 версии: джемат, халк, миллет, ватандашлар. Я сразу сказала Леноре Дюльбер, что я скажу миллет. И не ожидала, что сейчас, да, видимо... Я поясню, почему я вот попросила вас обозначить себя. Да? То есть это термины, это категории, в которых мы себя представляем. Джемат, если переводить на русский язык, это общность. Дело в том, что крымские татары, вот, благодаря, в кавычках, да, вот тем событиям, которые с нами произошли, воспринимают себя в категориях местности, воспринимают себя в категориях общности. Любой исторический процесс подразумевает некое развитие. От осознания себя
с тем местом и ощущение себя в тех местах, где ты сформировался, то есть где случилась твоя история. И дальше с каким-то историческим процессом представление о собственных каких-то, о собственной группе, оно расширяется. И любая общность приходит к такому понятию, как халх, народ, а дальше нация, миллет. Мы как-то вот с Надрага обсуждали эту тему, и Надрага абсолютно уверен, что миллет возможен только тогда, когда есть институция. Легитимная, узнаваемая и всеми признанная. Мы, к сожалению, не дошли, или я обычно, когда говорю о переходе от народа к миллету, от халка к миллету, я обычно говорю, что вот этот вот 1783 год, который нас фактически лишил государственности, это был процесс, когда нам не дали насладиться национальным государством. Да? Это период, когда во всем мире, в частности в Западной Европе, происходили процессы формирования национальных государств. То есть тогда, когда формировалось вот сегодняшнее, скажем так, представление о мире, сегодняшняя картина мира, именно в этот момент мы теряем свою государственность. И это играет с нами злую шутку, в кавычках шутку. Почему? Потому что в этот момент мы теряем всякие амбиции. Я не говорю сейчас об амбиции, там, продленные во времени, а просто говорю о том, что мы теряем амбиции на развитие во времени. И вот эта история про потерянное государство, она преследует, скажем так, нас. Почему? Потому что у нас есть какие-то сохранились институциональные рефлексы, у нас сохранилась институциональная память, но мы не научились работать с этим инструментом, с этим институциональным инструментом. Почему? Потому что этот процесс был просто-напросто прерван. Тем мостиком, который все-таки исторический период достаточно большой, с XVIII века по сегодняшний день, а мы все так же продолжаем рефлексировать на тему собственной государственности и вообще права на самоопределение, мостиком, который соединил эти два исторических периода, является 1917 год и дальше там 21 год. Да, то есть события, связанные с Крымской Народной Республикой, с именами Нумана Челебиджихана, Джафера Сейдамета и прочих наших просветителей, политиков и деятелей, это был тот мостик, по которому мы свои, скажем так, представления о себе, по которому мы свои амбиции, связанные с нашим историческим прошлым, перенесли в 20 век. Да, то есть до этого, конечно же, была эпоха Гаспринского, до этого, которая, в общем-то, не позволила нам забыть о том, кто мы есть. И вот именно поэтому наша амбиция на государственность, наша амбиция на самореализацию сохранилась по сегодняшний день. То есть, но это не созревшие, скажем так, не доведенные до какой-то идеальной формы представления о том, каким может быть наше государство, какой может быть форма организации нашего пространства. И очевидно, что причина заключается именно в этом, да, в том, что вот этот вот процесс, когда вокруг и весь мир работал над собой вот в этом институциональном плане, у нас эту возможность отняли или потеряли. Либо мы ее потеряли. Я вспомнила фразу, не помню, какому политику это принадлежит, о том, когда было создано государство Италия, что мы создали Италию, теперь нам надо создать итальянцев. Абсолютно точно. Да, то есть создать государство в каких-то границах, это еще не значит создать общность, да, которая будет идентифицировать себя с этой территорией, которая будет создавать легитимные не только для этого общества, но и для всего остального мира смыслы. Именно вот в этом и заключается наша и трагедия, и особенность в том числе. Нам история действительно над нами провела очень много экспериментов на предмет выживания. И каждый из этих экспериментов, можно их назвать катастрофами, катаклизмами, трагедиями, каждая эпоха бросала нам какие-то новые вызовы, и мы учились либо отвечать на эти вызовы, либо смиряться с ними, либо ассимилироваться, я не знаю, искать какие-то новые способы выживания, что, и в конечном итоге мы нарабатывали опыт.
который помогал, я не знаю, следующим поколениям. Какой опыт мы можем вынести из сегодняшних катаклизмов? Ну, прежде чем говорить о сегодняшнем опыте, надо проговорить о том, какой опыт получили вы, наши родители, поколение наших родителей. Я сейчас предложу для зрителей, для слушателей одну достаточно такую свою смелую и дерзкую идею интерпретации тех событий, которые с нами произошли в 20 веке. Перед тем, как озвучить, я скажу, что очевидно, что депортация 1944 года – это, безусловно, трагедия. То есть это не обсуждается, это аксиома, которая сохранится для нас, для всех, как вот некая черная страница нашей истории. Но я предпочитаю смотреть на эти события как на ужасный кризис, но любой кризис всегда является процессом, после которого наступает некий новый этап, некий новый период, который переживает то или иное общество. Дело в том, что я исхожу из идеи о том, что глобальные трансформации так или иначе коснутся любого общества. Разница лишь заключается в том, что эти трансформации, глобальные трансформации, мы можем встречать либо со слезами на глазах, либо с улыбкой на лице. Процесс трансформации крымских татар из такого традиционного общества в индустриальное общество, к сожалению, произошел вместе с депортацией. В период, когда нас сняли с наших обычных и традиционных мест жизни и обитания, условно говоря, да, и переместили в абсолютно иные условия, а по большому счету переместили на территории, которые не были свойственны и не были приятны, либо отличались по условиям, да, в которых находились мы раньше, нас загнали в такие гетто, производственные гетто, да, это заводы, это какие-то фабрики, это еще что-то такое. Но вместе с этим вынужденно, да, мы менялись. У социологов есть такой термин, называется структурная дифференциация. Это предполагает большую и глобальную смену социальной структуры общества. Так вот, с нами после депортации произошла вот эта вот самая структурная дифференциация, когда мы поменялись абсолютно полностью, когда мы из своего аграрного состояния, чем занимались мы в Крыму? Преимущественно такое традиционное хозяйство, преимущественно такое вот аграрного толка и так далее. И вынужденно мы оказались в условиях совершенно иных. Мы попали в ситуацию, когда нам пришлось овладевать совершенно новыми специальностями. Мы попали в ситуацию, когда поменялись внутренние правила игры. Мы попали в ситуацию, когда поменялись социальные роли. Мы попали в ситуацию, когда нам приходилось брать большую ответственность, чем, скажем так, мы могли бы на себя брать в условиях нахождения в наших, скажем так, привычных условиях. Да. Вот. И мы изменились настолько, что процесс этногенеза даже, да, который, в общем-то, продолжался и в постдепортационный период, тоже вот является тем самым, скажем так, тем самым последствием депортации. Да? То есть если в Крыму представить себе брак или семейный союз девушки из ялыбойских каких-то деревень и сел с парнем степной части Крыма, это было невозможно, то после депортации это стало реальностью. Позитивной реальностью, кстати. Вот. И эта вот структурная деформация, которая с нами произошла, дифференциация, которая с нами произошла, это как раз вот процесс такой вот индустриализации, да, смена одной какой-то социальной и экономической формации на другую. Что мы получили? Мы получили новое представление о себе, и я бы его называла, это представление о себе, как такое, знаете, бюджетно-плановое общество. Да, то есть, находясь в советских абсолютно реалиях, мы получили врачей, учителей, инженеров, немножко военных. Совсем мало. Совсем
совсем мало. К счастью. В общем, массу специальностей, которые, возможно, я предполагаю, мы не можем, тут сплошное сослагательное наклонение, возможно бы случилось с нами в Крыму, но это было бы продлено во времени, в гораздо большем периоде, нежели это произошло в условиях депортации. Следующим этапом, который снова изменил нас, является возвращение. Это 90-е годы, когда мы вот из этой планово-бюджетного общества, да, мы поместились в абсолютно неконтролируемые, в абсолютно непонятные и непредсказуемые условия. Развал Советского Союза, ну и все те события, которые не нужно пересказывать, вы все прекрасно знаете, что тогда происходило. И, как мне кажется, случилась новая история с нами, которую, ну, я бы назвала, условно говоря, активистско-рыночная нестабильность. Почему? Потому что мы получили целую плеяду, ну, во-первых, чтобы вернуться, у нас было целое национальное движение, чтобы вернуться, у нас были инициативные группы, чтобы вернуться, у нас была развита целая такая активистская атмосфера, которая и приблизила этот момент возвращения. Рыночная, потому что, ну, развал Советского Союза и абсолютно новые и политические, и экономические отношения, которые вот заставили нас смотреть на себя и на происходящие процессы совершенно иначе. Что стало результатом этого возвращения? Мы получили абсолютно иной класс, который сегодня мы называем бизнес-элитой. Мы получили совершенно иное представление о себе. Почему? Потому что в этот период, ну, нет плановой экономики. Рабочие места нам не предоставляли. И поэтому из мелких предпринимателей, продавцов фидей и помидоров, постепенно мы превратились в средний и в какой-то в более крупный бизнес-класс. Мне нравится ваша позиция, даже из трагедий показывать, вытаскивать какие-то положительные опыты, демонстрировать. И все-таки я хочу вас вернуть к моему вопросу. А современные реалии? И вот мы подошли к современным Отлично. реалиям. Да. Пусть это нам внушит оптимизм. Безусловно, то, что я сейчас буду говорить, это лишь наброски. Почему? Потому что вот в таких реалиях, в которых мы сегодня находимся, очень сложно диагностировать, потому что ты в процессе. Необходимо некое историческое расстояние или временное какое-то расстояние для того, чтобы оценить все, что с нами происходило. Но очевидно, что нас опять вернули в условия неопределенности и в установки выживания. Но при всем при этом вот эти вот все процессы, о которых я говорила, и тех изменениях, о которых я говорила, которые происходили с нашими поколениями вот на протяжении этих 70 условно лет постдепортационных, заложили фундамент для появления совершенно нового поколения, которое уже не ориентировалось или не формировалось в установках предательства, которая не формировалась в установках какого-то исторического проигрыша и трагедии. То есть мое поколение, поколение после меня, сложно, с проблемами, но тем не менее у нас уже была возможность самореализовываться. И эти условия мы получили благодаря тому, что вот было все то, что было до нас, да, все то, что сделали наши родители, все то, что накопили в своем опыте вот предыдущее поколение шестидесятников, давайте назовем это так. И поэтому трагедия, или тот кризис, который мы переживаем сегодня и начиная с 2014 года, молодым поколением или моим поколением в том числе, воспринимается несколько иначе. Несмотря на всю сложность, несмотря на погружение в ценности выживания, люди пытаются реализоваться. То есть они используют тот инструментарий, молодежь я имею в виду, используют тот инструментарий, которому они уже научились, для того, чтобы и реализоваться, и в то же время сохраниться как крымским татарам. То есть они используют не национальную память, они используют не национальный опыт, они используют свой опыт и свой инструмент, который очень отличает сегодняшнее поколение от всего того, что было до них. В процессе наработки этого опыта это молодое поколение, которое становится таким же, как, я не знаю, в Италии, Франции,
там, где у молодого поколения твердая установка самореализации. Да? А то, что я от вас услышала, это очень похоже на это. Вот в процессе этой самореализации не потеряет ли это поколение вот ту самую крымско-татарскость, которую мы так ценим? У них нет шансов. Каждая новая трагедия, она напоминает нам о том, кто мы есть. Почему? Потому что мы несем тот груз, тех задач и тех травм, которые мы не переработали. Как бы мы ни говорили о том, что новое поколение самореализуется, оно все равно является носителем той памяти, тех трагедий и травм, которые получило несколько поколений до них, их там дедушки, бабушки и так далее. Да, для кого-то это уже прадеды и прабабушки. Если помните, у нас на проекте «Меркес» был разговор с молодежью. И когда я задала вопрос о том, нашим молодым гостям, молодым людям, задала вопрос о том, что их сделало крымскими татарами, одним из вариантов ответов был 2014 год. То есть вот это вот кризисное осевое время, оно всегда напоминает и обращает нас к тому опыту. Другое дело, каков наш опыт. И вот здесь я хочу немножко так поговорить о травмах. Почему? Потому что мне кажется, что непроработанная травма, она потом откладывает отпечаток или оставляет отпечаток на модели поведения. А что такое проработанная травма? Проговоренная, обозначенная и названная. Мы так много об этом говорим, и она все еще не проработанная. Мы говорим в контексте несправедливости, мы говорим в контексте слез, плача. Я нисколько не отрицаю право на выплакаться, право на слезы, нашего права на слезы. Но за эмоциями должно быть и какое-то рациональное действие. За эмоциями должно быть и рациональное решение. И диагностика, и четкое обозначение, что это за травма. Травмы бывают разные. Мы должны, вот именно эта диагностика и проработка этой травмы, она позволит нам двигаться дальше. Что это такое? Проработанная травма. Вот, как? Объясните мне, как человеку, который... Я даже не понимаю этого термина. Вот серьезно. Как ее надо прорабатывать? Я знаю опыт Германии. Да? Вот современной Германии, послевоенной Германии, у них была другая травма. Они так... У нас травма как народа-жертва, у них была травма народа-жертвы, превратившаяся на этой основе в народа-победителя, народа всемогущего, имеющего право решать судьбы всех остальных народов. И они прорабатывали. Они, извините, ставили на улицах знаки, на которых было написано, сколько в концлагерях убито, сожжено евреев. И они на тротуарах выкладывали камни, о которых люди спотыкались для того, чтобы остановиться и посмотреть на это. Мне кажется, это единственный вообще прецедент в истории, когда народ вот так... И масса других примеров, когда немцы сами о себе говорили правду для того, чтобы пережить эту травму победителя. Как нам прорабатывать травму? Вот что для нас проработанная травма? Что нам сделать с этим? Чтобы не жить постоянно в этой атмосфере негативной памяти. Сложный вопрос. Здесь, по идее, должен сидеть психолог рядом и давать комментарии. Вы сами говорили, что политология занимается социальной психологией но тоже. Исходя из наших представлений, да, скажем, та травма, которую мы получили в 1944-м, для нас обернулась вот тем фактором недоверия, который существует в нашем обществе. Да, когда мы проводили наши исследования и задавали нашим респондентам вопрос о том, кому вы доверяете глобально, не персонально, а глобально, наши респонденты отвечали, что мы доверяем узкому кругу лиц. Да, это семья, это близкие, очень близкие люди. То есть в контексте народа вот этого вот инструмента доверия, его нет. То есть радиус нашего доверия настолько мал, что мы не готовы делиться чем-то важным и особенным для нас с большим количеством людей. И это есть следствие этой травмы. Может, у нас просто нет площадок, где мы можем делиться доверием с большим количеством людей? Площадка – это прежде всего диалог. А диалог есть вот та самая проработка травмы.
на которой мы проговариваем то, что нас беспокоит, на которой мы проговариваем о том, о чем нам страшно говорить, условно говоря. Представление о себе в контексте вот только Крыма, да, это тоже есть травма. Наша колониальная, по сути дела, история заключается в том, что если для некоторых там, этнических групп или общностей, народов, колонизация или присутствие в некой колониальной истории заключалось в том, что они не могли реализовать свое право на государство, то наша колониальная история заключалась в том, что мы, в общем-то, попали в эту историю, в кавычках, благодаря тому, что лишились собственной государственности. То есть наша трагедия началась в момент, когда сузились представления о наших символических границах. Да? С сужением Крыма, с сужением границ Крымского ханства, крымско-татарского мира, по сути, мы сужали свои представления о себе. И вот окапывались, скажем так, да, вот в этих, сначала в пределах полуострова, окапывались, потом в пределах тех землянок и трущоб, в которые нас поместили в 1944-м, потом окапывались в пределах тех участков и поселков компактного проживания, в которые мы возвращались уже в 90-е. И вот это вот самоограничение себя, да, уменьшение или сужение символических границ крымско-татарского пространства и является вот этим вот нашим колонизационным или колониальным костылем, о котором мы постоянно спотыкаемся, который мы не выбрасываем для того, чтобы научиться самостоятельно ходить. И вот это и есть травма. То есть как только мы начнем разговор о себе не в контексте вот маленьких представлений о себе, не в контексте слез и страхов, да, вот тогда это будет означать процесс выздоровления, тогда это будет означать процесс выхода за пределы своей вот такой своего крымско-татарского мира вот в таком узком представлении. Не знаю, стоит ли начинать этот разговор, но, по сути дела, вопросы идентичности, они тоже относятся вот к этому спектру проблем, да, проработки травм. Сейчас зайду на скользкую тему, но тем не менее, да, вот наша дискуссия последних месяцев уже, да, которая актуализировалась про этноним крымские татары или хырымлы, это есть часть вот как раз-таки тех поисков себя, это есть часть своих представлений в контексте нашей глобальной и такой локальной истории. Боюсь, что я кого-то обижу в этой связи, но мне кажется, что эта дискуссия – это больше такая, ну, я извиняюсь, это такой пьяный разговор, знаете, на предмет «ты меня уважаешь». Потому что, ну вот, но мне кажется, она совершенно искусственная, и она не о нашей идентичности. И еще раз извиняюсь за некорректное высказывание, абсолютно субъективное мнение. В вашем совместном с Альми Апсилям и Эльмирой Муратовой исследовании вы очень четко, по-моему, даже в введении обозначили вообще такой список проблем, которые ваши респонденты вам озвучили. Я прям зачитаю. Ограничение прав и свобод, отсутствие безопасности, потеря идентичности, разобщенность, нетерпимость друг к другу, отсталость и застой. И если ограничение прав и свобод и отсутствие безопасности – это то, что нам подбрасывает объективная реальность, то вот как раз идентичность, доверие, застой и отсталость, нетерпимость друг к другу – это то, что мы делаем сами с собой. Я не соглашусь с вами, Лилия Ханом, в этом вопросе. Почему? Потому что отсутствие безопасности и права на свободу как раз-таки рождают вот эти вот вопросы, связанные с отсталостью, с самоограничением и с глобальной дискуссией о том, кто мы есть, да, с идентичностью. Нельзя эти взаимосвязанные процессы отделять друг от друга.
Мы с вами тоже об этом очень часто разговаривали, о том, что когда народ находится в ценностях выживания, он не может думать ни о чем другом, кроме того, как бы выжить. Да, и здесь выжить в прямом физическом смысле. Когда не удовлетворены потребности в безопасности, когда не удовлетворены физические какие-то, да, потребности, ни одно общество не будет думать о каких-то высокодуховных вещах, рассуждать о том, кто ты есть на глобальной политической карте мира. Поэтому в контексте там, подброшенной извне или так далее, да, я буду говорить о том, что это все взаимосвязано, то есть одно влияет на другое. Внешние процессы, к сожалению, для народа, который и субъектно, и численно является объектом, да, является, ну, скажем так, тем обществом, которое вынуждено в своей жизни или в каких-то социальных процессах учитывать эти происходящее вокруг, или они влияют на эти события. К сожалению, именно вот все, что происходит извне, оно будет определять наше мировоззрение в том числе. Да, то есть мы постоянно будем находиться в окопах, мы постоянно будем ограничивать свой мир только... Слушайте, ну куда бы мы ни уехали, мы всегда будем искать крымских татар. Почему? Потому что это наш спасительный круг. И тем не менее мы параллельно говорим, что мы не доверяем друг другу, и наша проблема – это разобщенность. Где логика? В этом и есть логика. В том, что, знаете, мы здесь задеваем еще один большой глобальный вопрос о том, что для нас является Родиной. Опять же, я буду периодически возвращаться к Меркезу. Почему? Потому что, позвав меня на проект, вы дали мне в руки большой инструмент, в рамках которого я исследую в том числе то, что с нами происходит. Мы в одном из выпусков Меркеза мы говорили о том, что для нас является Родина, и поэтому тезис о том, что Родина – это не только территория, не только земля, но это еще и люди. То есть, несмотря на то, что мы не доверяем друг другу, несмотря на то, что мы не способны в условиях безопасности создать такую, ну, условно говоря, свою крымско-татарскую корпорацию, мы все равно ищем друг друга. Почему? Потому что это вопрос физического выживания. То есть все то, что делает нас крымскими татарами, возможно в крымско-татарской среде. Мы до сих пор живем вот ментально, мы живем вот в тех критериях или маркерах, примордиальных маркерах идентичности. Да? То есть когда крымским татарином ты становишься только если ты разговариваешь на крымско-татарском языке, только если ты живешь в Крыму в том числе, только если ты согласен с тем, что 1944 год является трагедией, ну и весь тот набор, вот, то есть территория, язык, религия и вот некая историческая память. Благодаря этому ты себя воспринимаешь или представляешь себя как крымский татарин. И для того, чтобы вот, когда ты попадаешь в иную среду, ты перестаешь им быть. Да? Для того, чтобы оставаться, ты ищешь вот этих людей. Вот просто не удержусь, потому что вы, социологи, политологи, любите задавать вопросы и на основании всех наших ответов делать выводы. Вот, ну как же не воспользоваться случаем и не спросить, а для Леноры Дюльбер, как человека, не как политолога, что такое крымско-татарскость, что такое идентичность, что такое Родина? Для Леноры Дюльбер крымско-татарскость – это совокупность истории, которая с нами случилась, и представление о будущем. Для Леноры Дюльбер крымско-татарскость – это завтра, модернизированное завтра, скажем так. Да, для Леноры Дюльбер крымско-татарскость – это смыслы, которые легитимны не только, крымско-татарские смыслы, которые легитимны не только для крымских татар, но и которые смогли стать легитимными для внешнего мира. Угу. Что такое Родина? Родина – это, я здесь не буду оригинальной абсолютно, Родина – это там, где были мои предки, и там, где будут мои потомки. Отличный ответ. Мы сегодня живем в очень непростых условиях, и многие называют эту эпоху эпохой потерь, и в том числе для крымских татар.
Есть ли механизмы компенсации таких потерь? Ну, я так подозреваю, мы говорим в том числе и о потерянном поколении, да? Ну, не будем так называть потерянным поколением, потому что это как бы более общее, более философское понятие, а мы говорим более о физических, наверное, потерях, да? Ну, не только физических потерях, о людских потерях, ресурсных потерях. Есть ли у нас чем их компенсировать? Накопили ли мы за те годы, которые мы прожили в Крыму и вырастили бизнес-элиту, как бы встали на ноги крепко, сделали мы какие-то запасы для того, чтобы компенсировать эти потери? Ну, если мы в течение всего этого кризисного периода у нас есть способность сегодня собираться и говорить о себе, наверное, мы что-то сумели сделать. Наверное, мы каким-то образом состоялись. Почему для меня важно, вот, чтобы именно в Крыму, именно здесь была какая-то вот жизнь? Жизнь не в физическом смысле, а жизнь в социальном смысле. Потому что Крым перестанет быть магнитом, если Крым перестанет давать смыслы и идеи для всех тех, кто, к сожалению, вынужден был уехать по тем или иным причинам. Поэтому накопили ли и можем ли мы чем-то компенсировать? Да мы уже это делаем. Мы уже это делаем, беря ту ответственность, которую мы можем взять на себя. Вся крымско-татарская история – это история про человеческий капитал. С нами бы не случилось возвращение, с нами бы не случилось, ну, условно говоря, той победы, которую мы себе рисовали, да, победы и возвращения в Крым. Пусть даже не в полном нашем составе, но тем не менее. Если бы у нас не было вот этого уникального человеческого капитала. Единственный нюанс, что этот человеческий капитал мы используем как материал, а хотелось бы, чтобы мы этот капитал использовали как потенциал. Мы компенсируемся еще и в том, что, несмотря на то, что вот этот опыт выживания иногда нас тянет вниз, иногда нас сковывает, он все-таки стал тем условием, которое позволяет нам быстро реагировать на изменяющуюся действительность. То есть, когда мы говорим, смогли ли мы компенсироваться, да, смогли, потому что нашу адаптивность мы превращаем в модернизационный потенциал. Да, смогли, потому что, знаете, я сейчас вспомнила блэкаут и ту реакцию, и скорость реакции, которая была у крымских татар. Да, когда большинство городов было темными, или частей городов было темными, а крымско-татарские дома и поселки были светлыми. Вот эта вот способность наша быстро улавливать тенденции, она продиктована вот этими условиями выживания, в которых мы сформировались. Я всегда говорю, что у крымских татар, когда наступает спокойное и стабильное время, одновременно происходит несколько процессов. И процессы выживания параллельно происходят с процессами модернизации. Вот такая вот амбивалентность нашего поведения, несмотря на всю такую вот с психологической точки зрения странный термин, но вот эта амбивалентность нашего поведения, она именно поэтому мы и есть, да, несмотря на то, что с нами происходило. То есть любая другая общность могла бы исчезнуть. В истории есть масса примеров того, когда после подобных трагедий вот в таком масштабе, которые происходили с этносами и народами, не все выживали. У нас это получилось. В том Несмотря на нашу малочисленность. Несмотря на нашу малочисленность. В том числе потому, что у нас была вот та самая амбиция и память про наше прошлое и про нашу государственность, которую мы вот по тому мостику перенесли в наш сегодняшний день. Я задам еще два вопроса, которые меня очень интересуют, но очень бы хотелось, чтобы не только я задавала вам вопросы, чтобы у нас прозвучали какие-то вопросы из зала. Мы как заклинание произносим, ну я сама часто произношу это слово, необходимость развития. Мы говорим, наша задача не только сохранение, язык, культура, вообще все наше пространство, но и развитие. В нормальное, спокойное, благоприятное время это
Обычный такой себе словесный набор, да, который предполагает возможность реализовывать его действиями. В наших условиях что такое развитие? Вот есть какие-то указатели на этой дороге? Вот в каком месте, в какой области ментальной, профессиональной, политической, общественной мы можем сегодня развиваться? Крымские татары – вот та общность, для которой политическое, социальное и личное неразделимы. То есть наша публичная, наша социальная жизнь, она всегда будет связана с некими политическими процессами. Мы народ политический, скажем так, если можно так сказать. Поэтому для развития и для, ну, скажем так, для формирования некой базы своего присутствия в будущем, так аккуратно скажу, нам нужна возможность менять вот все то, что связано с нашей социальной сферой. Нам нужно создавать, ну, я вообще, скажем так, апологет того, что институты решают все. То есть когда есть устойчивые правила игры, когда есть понятное игровое поле, любая общность, несмотря на те условия, в которые она попадает, она выживет. И история дает этому немало примеров. Греки, которые попали под сложные условия и отношения с персами, выжили именно благодаря тому, что они сохранили свои правила игры. В глобальном смысле правила игры – это и есть те самые институции, которые сохраняют и традицию, как политическую, так и условно там, культурную, мировоззренческую, и ну, какой-то обычный ход жизни, да, который вот, просто традицию, условно говоря. И поэтому развитие для нас – это есть реформирование нашего пространства. Сегодня, когда мы не можем себе позволить некую активность, публичную, условно говоря, или социальную, хотя социальную мы себе позволяем, для нас важным является вот такое внутреннее реформирование. Та самая проработка травм, та самая работа над важными и глобальными для нас проблемами, да, проблема языка в том числе. Реформирование, которое позволит нам не терять того времени, того момента, когда наступит некое идеальное время, и мы сможем уверенно сделать шаг вперед. То есть, если же мы не произведем этого реформирования, то мы опять же будем вот ходить по кругу тех трагедий, которые с нами случаются регулярно. Даже несмотря на то, что у нас растет новое поколение, несмотря на то, что оно растет в совершенно других условиях, мы опять будем возвращаться вот в тот круг, замкнутый круг проблем, который с нами происходит. Иногда кажется, что это реформирование невозможно, но опять же история показывает, что невозможного не бывает. Тем более, что не бывает возможного для крымских татар, которые решают глобальные проблемы, находясь в разных условиях и на разном расстоянии друг от друга. Нам нужно научиться договариваться друг с другом. Нам нужно научиться создавать ту самую крымско-татарскую корпорацию. То есть объединяться ради чего-то, но не против чего-то. Какие-то племенные установки, нет? Да нет. Вот как племя какое-то, понимаете, которое должно объединяться, начать доверять друг другу. Извините, что я вот так прерываю вас, но с самого начала я не согласна была с этим термином о нашем разобщении. Извините, мы никогда не переживали такой взлет благотворительности, феномен благотворительности, который переживаем сейчас. Масса примеров. Да. За день-два люди самые разные, с разных концов Крыма спасают человеческие жизни, помогают семьям, у которых сгорел дом. Раньше этого даже не было. То есть в наше спокойное время не было этого взлета. Сейчас, когда у нас что-то случается, мы бежим к крымско-татарскому соседу. Когда что-то случается, мы своих внуков переселяем в крымско-татарский поселок, зная, что там безопаснее. И вот это абсолютно противоречит вот этому твердо убежденному политологическому взгляду, что мы разобщены, что мы не доверяем друг другу.
Ну, во-первых, у разобщенности есть разные степени и уровни. Во-вторых, вот этот тот феномен волонтерства и благотворительности, о котором вы говорите, сама организация включается тогда, когда не работают другие институты. Самоорганизация включается тогда, и солидаризация включается тогда, когда не доверяют каким-то институтам. Да, в наших условиях абсолютно понятно, почему происходит. Не, мы сейчас не говорим, мы никогда не доверяем. В крымско-татарской крови не доверять никаким институтам. И это одна из Да, травм. у нас кроме друг друга поддержки никогда не было. И есть эти институты, нет этих институтов, мы их исключаем из своей орбиты. Просто. Ну, мы как бы с ними смиряемся. Куда нам деваться, да? Мы с ними смиряемся. Вот это у нас на нашем языке называется институциональным недоверием. В условиях институционального недоверия всегда очень сложно строить крымско-татарскую корпорацию. Почему? Потому что эта модель поведения переносится и во внутренние отношения. А когда вы не доверяете веками институтам, или десятилетиями институтам, вы точно так же, более точно, вы точно так же будете не доверять вообще институтам. Вот эта травма, ну, это не травма, но это результат и следствие, да, вот тех травм. Вот это институциональное недоверие, оно будет тиражироваться и во внутренних процессах, оно будет применяться и во внутренних процессах. И еще раз говорю о том, что вот те феномены, которые мы наблюдаем в последние, там, условно, десятилетия, чудеса самоорганизации, это есть следствие вот, недоверия институционального в первую очередь. Но я думаю, что никто из сидящих здесь не будет отрицать, что любое наше объединение, оно построено на личных связях. Мы все друг друга знаем, мы все друг с другом знакомы, и плюс-минус, если посидим минут 10 пообщаемся, окажется, что мы родственники. Вот. А самоорганизация, построенная на какой-то личном знакомстве и личных связях, это всегда неустойчивая самоорганизация. Племенные связи. Вот в этом и заключается реформирование. Заключается в том, чтобы строить устойчивые связи, либо устойчивые институты. И они будут работать вне зависимости от того, поругались мы с вами или не поругались, да? Нравится вам кто-то или мне кто-то, либо не нравится. Да? То есть это про внешние правила игры, это про соблюдение, давайте я все-таки скажу, это про соблюдение закона. Да. Наше отношение к закону точно такое же, как и отношение к институтам. Какую тему вы затронули? Я думаю, что об этом можно вообще несколько суток говорить, о соблюдении или несоблюдении закона. И я все-таки задам этот вопрос. Закон внутри себя или закон вокруг тебя? Какие законы нужно соблюдать? Я еще раз человеком остаться. Просто. Вот человеком. Рефлекс, понимаете, как если у вас есть рефлекс самосохранения, он работает в любых случаях. Если у вас есть рефлекс игры по правилам, то он сработает в любом случае. С оговоркой на то, что вот бывают случаи, когда этот закон может быть несправедлив. Вот как раз та история, да, наша бытовая такая, я это называю такой бытовой крымско-татарской коррупцией. Да. Когда мы, ну давайте не будем юлить, мы все-таки всегда находим выходы, входы и так далее, да, для того, чтобы решить ну, какую-то даже пусть коммунальную проблему. Да. Мы настолько изобретательны, мы настолько оригинальны бываем, да, в своей способности, в необходимости выжить, да, что иногда можем позволить себе такое бытовое нарушение закона. Да. Договориться с гаишником, например. Подключить свет каким-то особенным образом, оформить участок каким-то особенным образом. И говоря о законах внешних и внутренних, я бы не разделяла. Да? Не в контексте принятия, не в контексте легитимности, но в контексте рефлекса и правила внутренней игры. Вот в этом смысле. Давайте не будем в эту дальше тему углубляться. Да. Я просто маленький спойлер сделаю. У нас следующий выпуск Меркеза в том числе будет посвящен этому. Еще один вопрос, который меня очень интересует. Крымско-татарская блогосфера. Что это такое, если брать общую картину? Это такая личная территория,
да, какого-то индивидуума в этой блогосфере, которая иногда, ну, на мой взгляд, бывает так истерична? Или это все-таки стекла мозаики, которые создают адекватную картину состояния крымско-татарского общества? Я точно уверена, что блогосфера – это предмет изучения политологами. Насколько адекватна крымско-татарская блогосфера? Я бы не говорила про адекватность, я бы говорила о том, что... Адекватно я имею в виду не с точки зрения там, Я поняла, да. психологической, психической, вернее, а с точки зрения отражения Трендов. настроений, которые бытуют в сегодняшнем обществе. Крымско-татарская блогосфера – это зеркало того, что происходит с нами, в том числе. Но вот прежде чем начать разговор о блогосфере, я бы хотела сказать, что любой процесс, который происходит с нами, нужно с крымскими татарами, нужно рассматривать в контексте двух трендов сегодняшнего дня. С одной стороны, это смены поколений, а с другой стороны, это такой, знаете, демонополизация, которая происходит с нами и в информационной сфере, и в социально-политических процессах, и во многих других процессах. Так вот, блогосфера – это вот такая информационная демонополизация. Если еще 9 лет назад у нас был только один телеканал, крымско-татарский, который и формулировал, и транслировал, и модернизировал крымско-татарское и смыслы, и пространство, то сегодня это делают, ну, не большинство, но достаточно большое количество, в основном это молодых представителей, в основном это молодое поколение. Да, то есть интернет и блогерство как таковое – это дело молодых в крымско-татарской среде. То есть, ну, возможно, я не обладаю полной информацией, но из того, что я вижу, из того, что я читаю, смотрю, наблюдаю, я вижу в основном, что это молодое поколение, которое создает свой контент. Насколько оно адекватно и в контексте, и в трендах крымско-татарских? Абсолютно. Более того, мы можем говорить о том, что оно уже задает эти тренды. Да, вот то самое «Сен хрым-татарсен чаресен тапарсен» – это вот как раз-таки такой фидбэк, да, когда из блогосферы вышел мем или нарратив, если хотите, и стал вот таким вот популярным, стал востребованным. Почему? Потому что отражает определенные процессы крымско-татарские. Что еще отличает крымско-татарскую блогосферу? Ну, наверное, мы все так же увлекаемся историей. Для нас этот вопрос не закрыт и напрямую связан с идентичностью, потому что потребность узнавать, кто мы есть и что мы из себя представляем, и даже не потребность узнавать, кто мы есть, а скорее, ну, давайте скажем так, застолбить свое право на историю. Застолбить или обозначить свое право на свое представление о нашей истории. У нас, кстати, с этим есть большая проблема. Да? Мы говорим, что те исторические стереотипы, мифы и так далее, они не объективны, они не состоятельны в контексте крымско-татарской истории. Да? Но при этом мы изучаем свою историю, мы издаем, публикуем что-то и так далее, но мы не делаем это инструментом ежедневным, скажем так. Да. Мы не предлагаем миру свой крымско-татарский взгляд на всемирную историю. Мы не рассматриваем, скажем так, историю Средневековья в крымско-татарском контексте, да, при всей абсурдности тезиса. Да. Вот. Мы не говорим о том, что происходило с крымскими татарами в период, ну, условно, Большой инквизиции. Да? Какие процессы переживали крымские татары. Или все то, что происходило, да, у нас здесь. Я вот умышленно так утрирую, но чтобы показать вот те пробелы, которые мы до сих пор не сделали. И мне кажется, это важно. Почему? Потому что мы вот те самые символические границы представления о себе. Да? Чем больше мы остаемся вот в таком локальном контексте, тем сложнее нам выйти из этой травмы, в том числе выйти за пределы. Вот, мы остаемся вот в этих ценностях выживания, условно говоря. Мы остаемся джематом, не превращаясь в миллет. Возвращаясь к нашему разговору.
Теперь хотелось бы... Я могу еще долго говорить, это, я вас утомлю, но я точно знаю, что к Леноре Ханум есть вопросы. Ленора Ханум, что держит нас в наших гаванях, ну, гавань слово теперь нехорошее, в наших портах, является нашим якорем и позволяет выживать в шторма? И что наполняет ветром наши паруса и позволяет осваивать новое, модернизироваться, развиваться и так далее? Итак, наши якоря и паруса. Спасибо. Ну, Алимья Ханум всегда умела сформулировать красиво. Наши Ну, тут якоря... достаточно технологично, кстати. Да, абсолютно, да. Наши якоря – это пока что наша трагедия, к сожалению. А других якорей мы пока что не создали. Семья, традиции. Нет? Нет, семью мы можем вывести. И сегодняшние события показывают и говорят о том, что мы можем свой быт переместить в другое место. И здесь я возвращаюсь к своему тезису о том, что крымскими татарами мы можем быть везде, но вот нацией крымско-татарской мы становимся только в Крыму. Поэтому нашим якорем в любом случае будет являться наша трагедия и одновременно наша территория. Это будет якоря. Что у нас парусит, что наполняет, каким ветром наполняются наши паруса, наверное, это будет открытый вопрос пока. Потому что пока очень часто меняется направление ветров. Пока мы находимся в таком торнадо. И нам сейчас важно сохранить эти паруса целыми, чтобы потом на полной скорости, без паровых двигателей, рвануть вперед. Саунс. Микрофончик подносите, Микрофончик. пожалуйста. Селям алейкум. Кун шерифлеріңіз хайрлы олсын эркеске. Вопрос может быть не такой окрыляющий, как предыдущий, Ленора Ханум. Вопрос следующий. Смотрите, в ситуации тематика виноватости, да, сегодня у нас травмы вот этой вот непроработанной, в сегодняшней беседе была затронута не один раз, поэтому хочу задать такой вопрос. В ситуации, когда есть две стороны, скажем, виноватые и те, кто определил этих людей виноватыми, так скажем, ну или назначил их таковыми. Вот в этой ситуации возможно ли проработка этой вины только в одностороннем порядке? Вот как-то хотелось бы от вас это объяснение этому услышать, потому что из века в век, скажем так, есть определенные люди виноватые, определенные такими, да, и есть те, которые, другая сторона, те, которые их таковыми видят. Вот. И исходя из ваших суждений, те, которых назначили таковыми, они в одностороннем порядке должны проработать эту травму и перестать себя таковыми считать. Вопрос. Саунс. Вопрос о жертвах и палачах, да. Да. Ну, смотрите, отвечая на вопрос, должны ли мы в одностороннем порядке лечить свои травмы, да, конечно, в условиях, если бы внешняя среда была бы благосклонной и создавала благоприятные условия для нашего излечения, это был бы идеальный вариант. Но мы уже не раз говорили о том, что идеальной ситуации для нас в Крыму пока еще не было за всю нашу историю возвращения. Будет ли она в будущем? Я думаю, что и в будущем нас будут ожидать тоже непростые ситуации. Поэтому лечиться от той травмы, которую мы получаем, мы вынуждены самостоятельно. И стоит ли обращать внимание на то, что происходит? Ну, дистанцироваться от этого точно мы не сможем, потому что это происходит где-то рядом с нами. Но, знаете, я так, наверное, отвечу вопрос. Мы почему-то с вами сняли фильм про депортацию Хайтарма, но еще не сняли фильм про справедливость крымско-татарскую. Про суды правды, например, как это было в Аргентине. Про то, как мы видим свою крымско-татарскую справедливость. Мы не сняли фильмов про палачей. Про покаяние в том числе. Может быть, вот... Может быть, вот и это будет тем ответом на вопрос. То есть, я такой человек, я точно знаю, что мне никто не поможет, поэтому я все должна сделать сама.
Вот приблизительно такая же логика должна быть и у нас в нашей внутренней среде. Если будут создаваться условия, точнее, если мы сумеем создать условия, при которой внешняя среда будет нам помощником, а не каким-то там, скажем так, не наоборот, да, то это прекрасно. Но я думаю, что нужно вот просто самим работать над этим, да, и снять, условно говоря, фильм про крымско-татарскую справедливость. Ассаляму алейкум. Алейкум салям. А можно комментарии вместе с вопросами? Buyurunuz. Нужен. Как мне кажется, комментарии сложные, я их записал. Проработанная травма, как бы по моему мнению, это в первую очередь осознание истинных причин происходящих процессов и катаклизм, происходящих с обществом, происшедших с обществом. И только понимание этого позволит выйти из состояния оплакивания случившейся несправедливости в понимании тех просчетов, которые мы как народ совершили в исторической ретроспективе. И направление своих усилий точечно в те области, в которые мы просели, и которые позволят нам выйти из кризиса, в котором мы находимся 300, может и более лет. Я раньше считал, что политическая плоскость является высшей формой организации общества, но в процессе обнаружил, что политика является всего лишь проявлением процессов, происходящих в обществе. Видно, как вы, Ленора Дюльбер, стремитесь точечно вытянуть в плоскость обсуждения те устои и стереотипы, которые стали крайне неактуальными, устаревшими, не дающими нам обрести ту степень актуальности, эффективности, конкурентоспособности, позволившие нам выжить и развиться. А вернее сказал бы, только развитие нам позволит выжить. И вопрос, как вы думаете, какие изменения нам требуется для того, чтобы мы могли занять свое достойное место в прогрессивном мире? Ну, в общем-то, то, о чем мы с вами уже говорили, я еще раз повторюсь, что нам все-таки надо обозначить вот те пределы травмы, которые с нами произошла, те границы травмы, которая с нами произошла, да, от чего мы уже излечились, а от чего мы еще не излечились. И здесь совершенно точно нужно говорить о том, в том числе о том, что для нас является Крым, чем для нас является Родина. То есть без нее мы невозможны, и поэтому отправной точкой в наших рассуждениях будет вот вопрос о Родине. Почему я так цепляюсь за Родину и за Крым? Потому что мы пока что себя не представляем вот в отрыве от нее. Каждый уехавший мечтает вернуться, каждый вернувшийся старается удержаться, скажем так, за эту землю. Развитие – это адаптация того опыта, с которым приедут все те, кто уехал. Я надеюсь, что мы вместе с вернувшимися получим, уехали-то в основном молодое поколение, я надеюсь, что вместе с вернувшимися мы получим тот какой-то вот и эмоциональный, и инструментальный, и ментальный толчок, и такой взрыв, который позволит нам двигаться дальше. Это будет тот самый свежий воздух, который вот наполнит те самые паруса. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы здесь пытаемся создавать такую вот магнитуду, которая будет притягивать всех крымских татар, модернизационный потенциал, он находится за пределами Крыма. И вот возвращаясь, кстати, к вашему вопросу о блогах, наши крымско-татарские блоги становятся интересными и популярными тогда, когда авторы этих блогов либо уже побывали где-то за пределами Крыма и делятся опытом своего пребывания за пределами Крыма, либо, находясь там, они получили то знание и тот инструмент, который позволяет им делать свой контент интересными. Мы об этом тоже говорили. У нас многое связано с Меркезом, многие, скажем так, мои суждения связаны с Меркезом, поэтому мы говорили об этом на Меркезе в том числе, о том, что
как только мы выходим за пределы Крыма, мы становимся интересными для себя самих, и как только мы получаем какое-то новое знание за пределами Крыма, мы становимся интересными и для других. Вот мне кажется, что вот эта адаптация внешних каких-то вот импульсов, внешних форм, она и является тем самым развитием. Согласна. Девушки вот там тянут руку. Чуксагулнес, я вынесла очень много полезного из того, что вы сказали, но вот вы затронули тему национальной идентичности и крымско-татарскости. Вот. У меня возник вопрос. Может ли человек, крымский татарин по крови, родившийся в Крыму, но проживший жизнь не в Крыму по своему желанию, почувствовать вот эту ту самую крымско-татарскость и в принципе называть себя крымским татарином, не участвуя в общественной деятельности? Саунус. Супер вопрос. Да. И супер актуальный, между прочим. Кровь не дает права или не является тем, скажем так, условием, при котором ты себя определяешь, вот, либо идентифицируешь себя в той или иной этнической там, какой-то традиции. Это право или эту возможность дает вот та среда, в которой ты находишься, или в которой тебя воспитывают, или в которой с тобой разговаривают. Поэтому все зависит от того, что заложено, какое воспитание было дано тому или иному человеку, который родился там за пределами Крыма и вырос в совершенно иных условиях. Можно не быть крымским татарином, находясь в Крыму. К сожалению, и такое возможно. Поэтому, несмотря на то, что мы очень сильно привязаны к территории, быть крымским татарином, как я уже говорила, можно везде. Все зависит от того воспитания, которое ты получил, да, от того, чем ты интересуешься. Я знаю массу примеров людей, которые уже долгое время живут далеко за пределами Крыма, очень далеко, но при этом создают крымско-татарский продукт. Им не мешает ничто, ни расстояние, ни физическое, скажем, такое вот отсутствие физического присутствия вот в этих крымско-татарских условиях. И тем не менее они продолжают быть крымскими татарами. Поэтому вот те смыслы, про которые я говорила, да, такие вирусные смыслы, вот именно они и будут создавать ту атмосферу, в которой будут рождаться крымские татары. Рождаться не физически, а рождаться ментально, скорее так. Почему я сказала, что вопрос супер? Потому что именно от молодого человека меня этот вопрос так за крючочек дернул, что они появляются уже, эти вопросы. В этих вопросах кроется, может быть, даже еще не неосознанное осуждение. Мы как бы сами начинаем ограничиваться от тех, кто уехал. Мне это не нравится, но я знаю, что это актуально, становится все более актуальным. Еще несколько, буквально, может быть, там год, там, несколько минут, там, 30-20 месяцев назад мы начинали уже чувствовать это вот действительно разобщенность. Там условные волки, здесь условные овцы, да? Нас так идентифицировали. Это, я просто сейчас говорю, какая была дискуссия, да, и мы чувствовали, что мы все дальше и дальше друг от друга. И вот почему я сказала супер, потому что мне очень страшно, что сейчас мы будем вот так же думать, осуждать, может быть, пока не осознанно, а потом осознанно тем, кто, и кодовое слово, вынужден был уехать. И спасибо вам за ответ. Но я здесь единственное, что добавлю, что очевидно, что разница между нами будет, и она будет в модели поведения. Мы будем делать все аккуратненько, а те, кто приедет, будут делать все громко и наотмашь. С другим новым опытом. Да. 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 Микрофончик, если передадите. Сиздачук Заголмбаум. Ну, вопрос, стал ли я крымским татарином или нет. Я приехал относительно недавно, вот тоже из Черчика, откуда и вы. И сказать, за 6 лет я стал крымским татарином или нет.
Ну, в большей степени нет. А что меня сделало крымским татарином, так это, когда я первый раз пошел в мечеть. Так может дать народу идеологию, то есть ради чего? Объединить нас, религия. Потому что я стал крымским татарином именно тогда, когда я пошел в мечеть, где нет разногласий, где там не осуждаете, это нуга или яубой. Потому что, и даже вот вы говорите за язык. Почему старшее поколение не говорит на крымско-татарском языке с нами? Почему она не заставляет нас говорить на крымско-татарском языке? Вы говорите, молодежь не говорит, молодежь не говорит. Но я замечаю то, что и старшее поколение не говорит на крымско-татарском языке. Вы затронули две очень животрепещущие темы для крымско-татарского общества. Это религия, потому что мы без нее невозможны, в том числе, и крымско-татарский язык. Вопрос, вот я вообще бы снимала вот дискуссию о языке, я бы сняла вот ту эмоциональность, с которой мы ее обсуждаем. Здесь нужно меньше эмоций, меньше взаимных обвинений, а больше дела. Работа требует тишины. Здесь просто нужно брать в свои руки и работать. Да, и работать каждому индивидуально и всем вместе в целом. Что касается религии, у меня есть большие сомнения, что это сегодня является фактором объединения, к сожалению. Я вас правильно понял, что у Черчаки мечети нет? Он зашел в мечеть и стал крымским татарином. Надо было сделать это в Черчаке. Большое благодарность за эту встречу. Очень все аспекты деятельности и жизни крымских татар, и даже на те вопросы, которые всегда сам себе задавал, вот сейчас на многие вопросы получил ответ. И вот сейчас, разверну секунды назад дискуссии, у меня такой вопрос назрел. Вы за все время, когда отвечали на вопросы, допустим, идентичности, крымско-татарскости, нашей разобщенности, площадок, которых, может быть, нет или они есть, и вот все-таки фактор религии. Может ли создать эти площадки, объединить в разобщенности, дать какую-то нравственность выше, больше нравственности народу, где-то успокоить, где-то эти травматические, которые у нас существуют, вопросы, которые мы не дали ответы, дать эти ответы на эти вопросы. То есть вот такое погружение вот в эту часть нашего, я вообще называю такие три наши вещи, да, это наша религия, наша культура, урфадет наш, да, и наш язык. Это три такие как бы палочки, на которые держится общность, народ, милет. Если одну палочку убрать, уже будет две. Завтра не будет языка, уже будет одна, еще один убираем, и нет нации, да. Вот как бы на религиозную тему, да. И один еще вот такой маленькую ремарку по Лилиханум к вам. Я так понял, вы так немножко негативно сказали о племенных каких-то наших, да? Ну, мне так показалось. Нет, это не негативно, это констатация моего ощущения. Мне кажется, все-таки это тоже не есть плохо, потому что это инстинкт. Конечно. А инстинкт всегда сохраняет нацию, народ, общность. Сагуну за вопрос. Вы знаете, я бы ваш вопрос рассматривала не как вопрос, а как запрос. Вот все, что вы назвали то, чего вы ожидаете от религии. Да, от духовных институций. Мы получаем вот все это на сегодняшний день. Мне кажется, у нас дискуссии сейчас на эту тему. Вот и это и является предметом нашей сегодняшней дискуссии. Потому что у нас... Давайте начнем сначала о том, что религия для крымских татар за более чем там 70-летний, ну не 70-летний, окей, 60-летний период атеизма, условно говоря, да, она стала культурным таким вот, культурным инструментом. То есть наша идентичность, если ее вот разбирать на структуру, то в нашей структуре идентичности этническая идентичность всегда превалировала, она всегда была на первом месте. И только потом, может, кому-то это покажется странным, и, может быть, не все поверят в это, но и только потом была религия. Религия была частью культуры. Быть крымским татарином – это само собой подразумевало быть мусульманином. Религия составляла большую часть нашего мировоззрения и составляет большую часть мировоззрения. Религия определяла внутренний, в том числе, порядок. Как только она перестанет быть политикой. Я не теолог.
Я обозначила то место, которое занимает для нас сегодня религия. Увы, это так. То есть те наши исследования, которые мы проводили с коллегами, наши респонденты как раз и указывали на проблему того, что религия, не религия как таковая, да, а все то, что происходит в нашей духовной сфере, становится предметом социально-политических дискуссий. И здесь я говорю и о тех течениях, которые у нас есть и которые нас разделяют, к сожалению. Это вам так кажется, но тем не менее они занимают свое место и более того видоизменяются, скажем так, да? Они мимикрируют и становятся частью крымско-татарского такого социально-политического дискурса. К счастью это или к сожалению, мы узнаем потом. Мы узнаем потом, почему? Потому что вместе с вот этой вот мимикрией и включением в крымско-татарский дискурс они несут новые смыслы. Насколько они природны и естественны для нас, у меня есть большой вопрос. Ассаляму алейкум, мерабаныз. Алейкум салям. Ленора ханым, Лилия ханым, сау болыңыз, сіз ябханышыңыздың, сіздің лейханыңыз үшін. Ленора ханым, сіз саясатшыңыз, doğru, ойлауыңыздың саясат. Мен білемін, бір зенат бар, иштимайчы. Менімше жемаат o ictimaiçilerge biz sürgünlük hakkında aytamiz. Bu bizning yaramız. Yaralar o da menimce siyasatçılarga değil. O Erşebegim Ruhuyeçi siyasatçılarga psixologiya ve sotsiologiya bu ilimlerge. Birleşesizmi siz bu zenatlarni o'zning ishlaringizda? Yo'qsa yo'q. Çünkü menimce siyasetşinas otuşuni millet hakkında, siyaset hakimiyet hakkında ve devlet hakkında. Onun için buna birleşseniz ne için öyle oldu? Sağ olun. Я в самом начале говорила о том, что политология и предметом политологии является не только, собственно говоря, политика. Предметом политологии являются все социальные процессы, которые происходят в обществе. Поэтому здесь, понимаете, здесь нужно нам с вами договориться о том, что мы вкладываем вот в эти два разных понятия. И тогда ответ на этот вопрос будет более, скажем так, содержательным. Почему? Потому что я так подозреваю, что мы немножко по-разному с вами трактуем. Вот, поэтому я готова обсудить это в личной, да, потому что мы просто уйдем в частности. Саламус. Салям алейкум. Алейкум салям. Ленора ханым, Лилия ханым, вот все, что у меня накопилось в голове, и мне многие говорят, не ляпни ничего лишнего. Вот я решил сформировать 3 вопроса и хотел бы услышать ответ, если можно, и от Леноры ханым, и от Лилии ханым. Не, встреча не со мной, с Ленорой ханым. Но я бы хотел услышать и ваше мнение, если можно. Почему немалое количество моего народа считает, что стакан не пуст, и это хорошо? Почему у нас так много оптимистов? Здорово. Давайте так, когда наши институции существуют де-факто, но не де-юре, когда наша, скажем так, политическая традиция, наша политическая культура, скажем так, существует де-факто, но не де-юре, не остается никакой другой формы участия, как активизм. Если говорить об активизме, то я считаю, что это не самая лучшая форма, но та, которая вот сегодня у нас есть. Активизм – это та самая организация на основе личных связей. И когда я хочу, тогда я активист. Когда я устала, я не активист. То есть степень ответственности в форме активизма, она достаточно меньшая, нежели степень, точнее, ответственности, когда мы работаем в иной форме. Я бы так вот коротко сформулировала. Поэтому стакан у нас наполовину полон. Не пуст. Да? Так прозвучал вопрос. Да, Полон. Раз Именно в стакане наполовину что-то есть, полон. то это неплохо.
Нет, наш стакан никогда не будет пустым, это совершенно точно, но наш стакан будет граненным, а не таким красивым филиграном. Да, да. До формата филджана, тонкого, красивого и замечательного, мы пока еще не дошли. Хорошо. У вас еще был вопрос? Да, да. Давайте. Без государственности и лидера возможен рост народа? Вы знаете, государственность для нас, я уже как-то либо говорила, либо писала, государственность для нас травма, но не инструмент. То есть вот эта травма, которую мы получили, травма потери государственности, ее тоже нужно лечить, и поэтому мы ее все время требуем. Дайте нам, мы хотим. А второй момент, связанный с государственностью, мне кажется, заключается в том, что нам кажется, что, получив государственность, мы создадим условия, при которых нам ничего не будет угрожать. То есть это та надувная лодка, условно, да, которая вытянет нас вот на какой-то там устойчивый берег. Мне кажется, мы в своих размышлениях по поводу государственности немножко ошибаемся, именно потому, что мы еще не проговорили вот эту травму. Мне кажется, нам... И вот переходя к вопросу, возможно ли... Что? Слышен ли голос народа без государства и лидера? Да, слышен, если народ умеет говорить. Слышен, если народ умеет все то, что говорит, упаковывать в тренды и формы, которые сегодня актуальны. Слышен, если все то, что говорит народ, легитимно в том контексте, в котором мы находимся. Я немножко такой флешбэк сделаю, да. Почему мы смогли вернуться? Потому что наши тогда смыслы, да, смыслы демократические, да, о демократии, наши представления о свободе, наши представления о исторической справедливости, они были в 90-х годах легитимными. Именно поэтому... Ну, вот сейчас это кажется, может быть, странным и абсурдным, но именно поэтому случилось наше возвращение, потому что мы исповедовали эти ценности, мы исповедовали эти смыслы, и эти смыслы были актуальны и легитимны для того периода. Да? 90-е годы — это вот разлом совка, вот этот вот всплеск свободы и так далее. Наш выигрыш возможен, да, наша условная галибе возможно тогда, когда у нас будет потенциал создать вновь подобные же смыслы, которые будут легитимны, которые будут вот на том гребне волны, которая вот произойдет в какое-то ближайшее, а может быть не ближайшее или далекое время. Но любой кризис рождает пассионариев. Будем надеяться, что так произойдет и на этот раз. И последний вопрос. Быть оппозицией – это наш приговор? Знаете, оппозиция не самое худшее место, да. Я вам так скажу. Вообще оппозиция, ну вот опять сейчас будет спойлер. Нет, давайте я так. Я думаю, что многие вопросы, ответы на этот вопрос вы услышите в следующем выпуске Меркеза. Лилия-ханым. Видимо, оппозиция это вам, Лилия-ханым. Да, про оппозицию это к вам. И я скажу почему, потому что у меня вот, когда я с вами общаюсь, всегда чешутся руки поговорить про 97-й год, вот, и проработать на этот опыт и получить вот от вас ваш взгляд на уже по истечению большого времени, ваш взгляд на то, что происходило тогда, на те процессы. Поэтому, вот, вероятно, к вам и был задан вопрос по поводу оппозиции. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, но это правильно — быть оппозицией. И с высоты, может, не с высоты, а как бы наоборот, с глубины своего возраста хочу сказать, что быть оппозиционным просто полезно всегда, везде. Все подвергать сомнению, все пытаться критиковать, на все смотреть с другой точки зрения. Это всегда полезно. Потому что я не говорю уже, естественно, что это полезно для общества в целом. А другое дело, что есть общество, мне кажется, что мы живем сейчас именно в таком обществе, где оппозиции быть опасно. Да? Где есть назначенная сверху оппозиция. Штатное расписание. По штатному расписанию он оппозиционер. А если же говорить о странах, где
даже не странах, будем так говорить, об обществах, где действуют реальные институты демократии и где демократия – это не право большинства, а защита прав меньшинства, то оппозиции быть просто даже выгодно. Сауэлс. Мен бегендім насылсыз башладыңыз, байладыңыз 1783 сенені, 1917 ve шындығы заманы. Ve sizin, мен anladım, siz evvel laf ettiniz, cemaat hakkında, millet hakkında. Спорлаштық. Спорлаштınız tabii. Evvel дегенде біз әр күн лaf етсек үшін. Асе менің өзім пікірін асычы қошайым сіздің спорлашына. Надир, маға ялан айтмаға бермес. Менімде біз дәренже бақсақ, насыл біздің хандығымыз құрылды. Бұл әр шей әнді о малде милетлерінің шейді. Біз о вақытте құрғанда, монголлардың орданын айрылғанда, өзіміздің devletini kurmaya tırışaydık, ayrılmaya, serbest yaşamaya için. Çok kim ayta bizni belirler dünyada Kırım Tatar adımız için. Menimce bu milletini belirler boysunmagan millet için. Tamam, onun için biz bu dünyada kıymetlimiz. Biz hepsirge örnek gösteremiz nasıl çok asırların arasında mümkün o'zini fikrlarini, o'zini birlikni ko'rsatib, bo'ysunmaganni maqsadlarga kirsetmagan. Onun için cemaat, millet nasıl olacak? Milli gaye olsa cemaat millet ola. Bizde cemaat edi, O'zbekistonlarda çok sürgünlükte vetan maksatımız oldu, milli gaye, öyle cemaat yapmaz öyle işler. Bu millet yapar. Onun için biz şimdi çoktan asırlardan millet olduk. Onun için menimce asıl da sporlaşma gereği yoktur. Öyle olmasaydı biz şimdi mıda oturmazdık. Onun için biz millet o bir ikinci geleceğimiz hakkında gerek düşünmeye ve bu laflar sporlaşmak mümkün ve tamam menimce bu chetke kaldırmak gerek. Bizde maksatımız belli. Vetan olduk, vetan endik biz vetanımızda. Demek geleceğimiz maksatımız devlet. Ve başka yerlerde sporlaşmağa ne hakkında kimge inanmağa, nasıl bizde din gerek olmağa tilimiz var. Medeniyetimiz var. Kurumlarımız nasıl olsa da onlar da var. Devletçilik o en maksatımız şimdi. Onun için sizin zenatınızdan, jurnalistlerden, siyasetçinizden hepsiler bu zenat kim kura siyasi meydanı. Siz kenleştiresiz. Siz o cemaatini içinde kaldırasız. Milli gayelerini aşlatasız cemaatha. Menimce öyle. Onun için biz bek sizge bakamız ve sizden bekleyemiz bu işini, bu vaziyetini becermege için yardım gerek sizin ustalıknen. Çünkü nasıl bizim kurumlarımız, meclis, kurultay, kayıp olar çalışırlar. Nasıl yüksekке olur uçarlar, yoksa olmayacak teşviklerge kirerler, o sizden de bağlı. Nasıl jurnalistler gösterirler bu işini, nasıllar anlatarlar cemaatha ve nasıl cemaat özün fikrini gösterir, siz bağ. Bir tane ola çok başka da bağ var ama siz de şu bağ için. Onun için bilesiz bu vaziyetini özünüzünü, anlaysız ve ona ve hazırlanıyorsunuz bek aktif çalışmaya yakın vakitlerde. Nasıl sonu görüyorsunuz? Можно я начну отвечать на этот вопрос? У меня, я могу ошибаться, но вот то, что мы сейчас сидим и открыто разговариваем, нас на секундочку вело вот ту атмосферу, что якобы нам опять все можно. Но это не так.
Иншалла. Но вы опять-таки меня возвращаете, да, к тому, что чтобы мы с вами определились с границами политолога и с границами журналиста. Я против того, чтобы всю ответственность за формирование каких-либо идей либо смыслов возлагать на кого-то одного. Смыслы, которые легитимны для всего общества, рождаются обществом. И здесь я возвращаюсь опять к нашему с вами разговору, который был на Меркезе, о том, что у нас нет вот того, скажем так, экспертного сообщества, которое бы обладало правом арбитра и правом диагностики вот на легитимность, если хотите, на адекватность тех или иных идей. Да? То есть, и вообще просто некого сообщества, которое, вот, интеллектуального сообщества, которое бы формировало ту или иную смысловую повестку дня. Журналист – это прежде всего, и здесь лучше скажет Лилия Ханум, потому что я себя журналистом точно не считаю, и я не имею права на это. Моя роль и та возможность, которая бы мне была дана, она заключается только в том, что, используя свой навык, используя свои знания, я могу делать то, что я умею делать, да, анализировать те процессы, которые происходят с нами. В формате вот той передачи и тех возможностей, которые предоставляет студия Харадинис Продакшн. Журналист – это не тот человек, который, как мне кажется, будет формировать или формулировать эти смыслы. Журналист – это тот, который будет давать вам и обязан, мне кажется, давать полную информационную картинку. И возлагать на журналиста, да, в силу каких-то своих качеств, вероятно, он может быть вот тем интеллектуалом, который сформирует эту картину, да, смысловую. Но если говорить о профессиональной задаче, то она несколько иная. Не знаю, возможно, у Лилии Ханум будет свое собственное какое-то мнение по этому поводу. Что касается национальной идеи, слушай, я скептик по поводу национальных идей. Я скептик, почему? Потому что не может быть, по крайней мере, до сих пор у нас не родилась та идея, которая была бы легитимна для всех. Я знаю, вы мне сейчас в ответ скажете про идею возвращения опять, да, и то, что с нами произошло в 90-е годы. Вы знаете, вот этот опыт, эмоциональный опыт, он делает отпечаток, и мы его примеряем каждый раз на любую нашу ситуацию. Но этот опыт уникальный, опыт мобилизации, который не стоит, как лекало, примерять на все. Что? Моя профессия — анализировать то, что с нами происходит, но не создавать смыслы. Я препарирую ситуацию, я не формулирую ее. Я могу высказывать свои мысли, я могу делиться ставить диагнозы, условно говоря. Но формулировать, как только я начну формулировать и навязывать их, моя профессия превратится в нечто другое, с которым я не хочу вообще ассоциироваться. Аналитику, да, это моя обязанность предоставлять, но я считаю это миссией, да, сегодняшней миссией нашей. Да, я не он. И он не журналист, так будем говорить. Потому что понятие журналистика сейчас настолько опозорено, если уж совсем говорить, что... Обесценено и нет, все-таки опозорено теми якобы журналистами, которые так себя называют, что это обслуживающий персонал, который обслуживает ту или иную идею, безотносительно к стране, еще к чему-то, там, к территории, обслуживают власть. Это не журналистика, это, обслуживающий персонал. А если я согласна с Ленорой Ханум, что ни политологи, ни журналисты не формулируют смыслы, они одни изучают, а другие информируют. И возлагать такое бремя ответственности на представителей таких профессий, вне зависимости от того, есть ли у этих представителей возможность работать полноценно в этой своей профессии, просто нельзя. Думаю, что сам народ должен выращивать общественных деятелей, лидеров, региональных, локальных, общенациональных лидеров, которые возьмут на себя такое право формировать смыслы общенациональные. Селям алейкум.
Во-первых, я хочу поблагодарить вас, что вы с нами здесь. И думаю, выражу мнение большинства всех сидящих здесь. Чох сауну, что вы с нами. Здесь на экране написано «Крымские татары. Взгляд изнутри». Ленора Дюльбер, скажите, пожалуйста, ну вот вы же общаетесь с коллегами, профессионалами других национальностей, социологи, которые живут в Крыму. Не общаюсь. Не общаетесь. Так, вопрос снимается. Тогда бы пожелание. С удовольствием пришла бы на встречу «Взгляд снаружи». Вот с удовольствием бы пришла на такую встречу, потому что это немножко, наверное, не объективно. Сегодня, ну, это мое личное мнение, слушать социолога «Взгляд изнутри». Мне бы хотелось снаружи послушать это, как поставить диагноз такой. Вы сказали сейчас такую замечательную вещь, да? Я ставлю диагнозы. Я как врач скажу, что правильный диагноз – это 99% успешного лечения. Поэтому диагнозы, конечно, очень важны и очень ответственная вещь, когда ставится. Очень ответственная. Ну, это так, рассуждения, это не вопросы. Вы сказали, что нам нужно выходить за границы Крыма. Крымско-татарского мира. Мира. На сегодняшний день крымско-татарский мир ограничен. Ваш ответ? Полуостровом. Полуостровом. Тогда есть реальные, вот посоветуйте реальные механизмы, как выйти за пределы полуострова на сегодняшний день. И есть ли такие механизмы? Саунус. По поводу моего необщения с коллегами по цеху, что называется, ну, мне кажется, это очевидная история, потому что пространство для объективного исследования, пространство для объективного анализа, оно настолько сузилось, его настолько мало, поэтому здесь, в Крыму, вот такая объективная история про крымских татар, она невозможна. Зарубежье нас вообще изучает сейчас? Вы владеете такой информацией? Изучает на основе нашего анализа. На основе нашего анализа. То есть... Но смотрите, доступность Крыма, доступность к тому, к предмету исследования, она ограничена. Поэтому интересны ли мы за пределами Крыма? Да, мы интересны. Есть ли возможность изучать нас не только нам? К сожалению, нет. Готовы ли крымские татары раскрыться перед другими исследователями? Ну, я так условно. Быть откровенными с другими исследователями? Нет. Я вам скажу больше, они не всегда были откровенны с нами. В нашем трио исследовательском мы даже прибегали к таким методам, когда наши респонденты готовы были говорить с кем-то из нас одним. И мы вот такой индивидуальный подход применяли. То есть то, что могли сказать Алиме Ханум или Эльмире Ханум, явно бы не сказали мне. Либо наоборот. То есть вот эта закрытость, она определяет сегодня очень многие процессы в Крыму, и в том числе качество и методологию исследования крымских татар. То есть здесь нам приходилось быть очень изобретательными, очень такими находчивыми, чтобы заполучить хоть какую-то информацию и работать с ней, скажем так. Но это объяснялось вопросами безопасности, прежде всего. Ну да, то есть до тех пор, пока крымские татары не удовлетворили свой запрос на безопасность, вот откровенный разговор о чем бы то ни было, он усложняется вот всеми этими обстоятельствами. По поводу... Как выйти за границы. Но мне кажется, вот судьба нам не просто так подкидывает те или иные испытания, и вот тот выезд части нашей, в том числе и активной, и интеллектуальной части крымских татар, наверное, если они вернутся, я хочу верить, что они вернутся, и вот, собственно говоря, мое согласие и тот стресс, который я себе устроила вот таким вот общением сегодня здесь, как раз-таки заключается в том, чтобы создавать условия для того, чтобы они вернулись. На выжженную и пустую землю никто не возвращается. На выжженную и интеллектуально не
интеллектуально не прополенную, скажем так, землю никто не возвращается. Возвращается всегда к очагу, возвращается всегда к там, где есть какая-то жизнь. Поэтому наша задача тех, кто остался, сохранить как минимум то, что есть у нас вот было накоплено до сегодняшнего дня, и продолжать давать надежду на Крым, надежду на крымско-татарский смысл тем, кто уехал. А задача тех, кто уехал, набраться того опыта, проработать свои какие-то дополнительные профессиональные качества и вместе с этими навыками новыми, и вместе с организационными, коммуникационными связями возвращаться в Крым. И таким образом будет расширяться вот этот крымско-татарский мир. Безусловно, мы, чтобы расширить эти символические границы крымско-татарского мира, мы должны сделать очень большую домашнюю работу, в том числе с нашим историческим знанием. То есть мы не должны писать историю для себя, мы должны писать историю для всех. Для меня большой вопрос временной, да, когда вернутся те, кто уехали. На сегодняшний день, нет, мы живем сегодняшним днем, живем в Крыму. Нам как быть с расширением границ? Я вот это хотела спросить. Когда они приедут, 5 лет или 5 дней, это большой для меня вопрос. Сегодня моим детям как расширять границы в сегодняшних условиях? Или это стагнация, надо просто переждать, что будет дальше? Или все-таки двигаться и расширять их как-то? Мы не можем ускорить время, это однозначно. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы наши дети, наши общие дети, они... мы создаем для них условия для того, чтобы они развивались. Вот тот мир спокойный, безопасный, мир, в котором им будет комфортно, мы его должны для них создать. Пусть ценой каких-то ограничений для себя, но для них мы его должны создать. Почему? Потому что детский мир, в котором они будут расти здоровыми, самораскрывающимися личностями, возможен только тогда, когда будет удовлетворена потребность на безопасности. И задача тех, кто остался, создавать вот эту среду безопасную для того, чтобы дети могли развиваться. Развиваясь профессионально, условно говоря, оператор должен стать лучшим оператором. Режиссер должен стать лучшим режиссером. Не только крымско-татарским, но и крымским и дальше. Врач должен стать лучшим врачом. Учитель должен стать лучшим учителем. Водитель должен стать асом-профессионалом. Пекарь, это можно продолжать и дальше. Сегодня у нас, другой истории для нас нет. Бизнес должен стать самым лучшим бизнесом. В лучшем смысле эффективным, да, и иметь потенциал двигаться дальше, соответственно, следить за теми трендами, которые происходят. Я сейчас говорю достаточно такими общими фразами, потому что, нет единого рецепта. Нет единого рецепта для каких-то, для разных обществ, для разных народов, потому что, каждый рецепт, он возникает в тех обстоятельствах и в тех условиях, и с наличием того опыта, который он есть. А социологи, они прогнозы делают? Прогнозируют? Или только диагнозы ставят на сегодняшний день? Если прогнозируете, то у меня такой вопрос. У вас такое словосочетание... Давайте сразу обозначим, что я все-таки политолог. Политолог. Да. Вы прогнозы делаете, политологи? Сегодня карты Таро не взяла с собой. Понятно. Просто прозвучало такое словосочетание. Наше присутствие в будущем. Это такое классное вообще словосочетание. Вас как политолога спрашиваю, не как крымскую татарку, как политолога. Насколько длительно наше присутствие в будущем? Все, последний вопрос. Это целиком и полностью зависит от нас. У нас есть большой потенциал для того, чтобы мы были в будущем. А самое главное, та тяга к жизни и тяга к воле, которую у нас не отнять. Поэтому я уверена, если мы проводим сегодня такие встречи, такие разговоры, если мы сегодня создаем продукт не по-разному, и разный продукт, и продукт, который, скажем так, может конкурировать, то значит наше присутствие в будущем возможно. Нам не хватает масштабов, нам не хватает возможностей для того, чтобы развернуться, но это
это временная история, как мне кажется. То есть в любом случае те или иные исторические этапы, они заканчиваются. Те или иные исторические испытания, они чем-то заканчиваются. И поэтому как бы, нам просто нужно делать свою работу. Быть лучшими там, где мы есть. Быть профессиональнее там, где мы есть. Саунас. Микрофончик. Ассаляму алейкум. Алейкум. Лилия Ханум в начале встречи коснулась вот о гендерности. Я сейчас вспомнил слова Харди Хейвуда, который говорил о профессии политолога, что это дьявольски опасная работа. Но вы обладаете всеми качествами. Вот есть внутренний стержень, это видно по ток-шоу «Меркес» и сейчас. Знаете, вот к вам вопрос такой. Вот какой социальный статус у политолога? Потому что мы знаем, политология – это наука о политике, да? О взаимоотношениях, выстраивании диалога общества с государством, там бизнеса с правителем, там село с этим. И вот если политолог оказывается провластным, то ему не будет верить народ. Если он слишком там в народе больше, то и с властью диалог сложно будет. Вот какой статус? Или это фрилансер, или как вот? Политолог при власти остается политологом? Вот как вот это? Или это уже Слушайте, я обслуживающий никогда не была при персонал? власти, мне сложно говорить вообще. Может быть, что испытывает политолог, находящийся при власти, да? Ну, смотрите, давайте так. Вообще, как бы профессия политолог, равно как и профессия там, психолог и много других новых профессий, которыми стали обладать крымские татары, которым научились крымские татары, для нас они достаточно новые для того, чтобы вот легитимизироваться, да? Более того, учитывая тот патернализм, ту традицию патернализма, которая у нас вот сложилась веками в нашей политической сфере, ну, скажем так, зайти туда как к эксперту, в эту политическую нашу сферу, достаточно сложно. Да, быть экспертом без позиции, у нас как-то не принято. Вся та история, культура и, скажем так, особенность наших политических и исторических процессов, она всегда требует от тебя занять позицию. Я уже об этом как-то говорила. То есть ты можешь быть политологом, ты можешь быть юристом, ты можешь быть еще, неважно кем, но ты обязан быть общественно полезным и занимать определенную позицию. Как только ты выходишь из этой позиции, ты теряешь право на, условно говоря, на объективность. Как бы. Не на объективность, точнее, а на присутствие в этих процессах. То есть ты теряешь право на субъектность, точнее, вот так вот. Поэтому опять же, возвращаясь к нашему с Лилиханом разговору про экспертность, про субъектность экспертов в крымско-татарской среде, про то, чтобы мы, наконец, сформировали вот эту вот... Я сейчас не о политологах, я сейчас вообще об интеллектуалах, да, ту группу людей или тех интеллектуалов, которые будут диагностировать и давать свои комментарии по поводу всего, что с нами происходит. Ну и какая-то традиция, да, диалога должна в конечном итоге внутри нас сформироваться, что ли, сформулироваться каким-то образом. Çok sağ olunuz. Мы уже достаточно долго говорим, и можно говорить бесконечно. Наверное, еще и потому. Усеханов, вы хотели задать вопрос? Селям алейкум, урметлі мұсафирлер, ханымлар дейім. Чүнки менің үшін ханым бұл ақылы, çok білгілі Қырым татар қадынары. Шынды білесім, кічік ғалебелерімізге қуанмақ заманы. Мен шынды келдім бе дедім, Аллаға çok шүкір. Егер біз бұл көрішуні кешіріп болсақ, ода біздің кішік бір ғалебеміз. Onun үшін мен сізге тешеккүрлер білдірем. Çok sağ olunuz. Суаллер берген мұсафирлерге де. Ve білесім, ең çok
маңа тесір еткен бұл миллетіміздің яралары. О ғалба епімізге бұле мына бұл айтып кечмекшейні, но миллетіміз ғалба пек чоқ ағыр терен яралар алды. 100 ел евелсі, бір асыр евел, но манчелі Бичихан айтқан еді, ант еткен мен, сөз берген мен, миллетімнің ярасыны сармаға. Демек, о вақыттен белі бұл түшінжелеріміз бар. Енді мен істередім ки, бет политология, мен чоқ шейлерін аңнамадым, ама аңнамаға тырыштым, илми терминер пек чоқ, аңнамаға тырыштым. Иншалла, яшыларымыз сіз айтқан кебі тәжірибелі андан тәжірибелер алып келіп, ве оге илерлерміз. Ама мен істередім ки, берде қалған мына яқшы айтылар, якір, парус, якір ленгерлеріміз біздің учшейімізден толсын, тіліміз, дініміз ве урфадетлеріміз, ве ошейлер епіміз велкенімізні, парусымызны толдырып, иншалла біз оге кетеріміз. Doğru biz şimdi öyle zamandamız, mecburumuz çok şeylerini айтмамаға. Ama o devirlerde gelir. Çok sağ olunuz. Pek meraklı böyle konuşu oldu. Eki güçlü kadın bu yerde. Bir-birinden bizde çok memnun olduk. Sağ olunuz. Ben ümit ettim de tek meraklı değil, faydalı da olacak. Onun için çok sağ olun sizin айтқан için. Усния Ханум заключила просто буквально вместо меня нашу прекрасную сегодняшнюю встречу. Вот экспромт. Как всегда, не подготовлено. Я надеюсь, что действительно этот разговор оказался не только интересным и полезным, и мы действительно не можем говорить о каких-то вещах открыто. Мы действительно не чувствуем себя, как хотелось бы, в полной безопасности, как, впрочем, последние несколько веков. Поэтому не очень-то вокруг нас изменились обстоятельства. Но самое главное, и Ленора Ханум нас сегодня в этом убедила, мы по-прежнему, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, остаемся крымскими татарами и ценим это в себе. Çok sağ olun. Теперь мы можем просто пообщаться друг с другом. Sağ ol, Ленора. Я надеюсь, что вот как раз, Ленора, çok sağ olun. Большая честь работать вместе с вами, потому что такие молодые люди, как вы, они нам показывают наши горизонты. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.